Более подробно и в деталях о том, что представляет из себя соглашение между правительствами Абхазии и России об осуществлении российским юридическим лицом инвестиционного проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации Сухумского аэропорта имени Владислава Арденба, мы еще наверняка не раз будем говорить в эфире абхазского телевидения. А пока о том, что в принципе будет значить функционирование такого аэропорта и какие экономические дивиденды это может принести, мы поговорили с ведущим научным сотрудником Института экономики и права Академии наук Абхазии, кандидатом экономических наук Фридой Лазба. Здравствуйте, Фрида Аркадьевна. Добрый день. Рады вас приветствовать в этой студии. В первую очередь мы хотели бы обсудить то соглашение, которое было подписано, скажем так, на полях Международного экономического форума в Санкт-Петербурге. И звучит оно как соглашение между правительствами Абхазии и России об осуществлении российским юридическим лицом инвестиционного проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации международного аэропорта имени Владислава Григорьевича Арденба. Конечно, мы можем рассуждать только гипотетически, предполагать, как это будет, потому что пока этого соглашения здесь, в Абхазии, никто не видел, и оно уже подписано. Я думаю, что впереди широкое такое, скажем, обсуждение общественности этого документа тоже. Вообще мы, наверное, чуть позже поймем, что же там, какие есть детали, но на ваш взгляд, предположим, что уже еще даже не говорят о сроках, да, когда может быть открыт, предполагают, что это четвертая четверть, то есть конец 2024 года. Но это тоже очень предположительные такие даты. На ваш взгляд, если, предположим, откроется аэропорт, что, во-первых, это будет значить для нашей экономики? Вот такой вот вопрос. Ну, я, во-первых, хотела бы сначала поговорить о теории этого вопроса, потому что, на самом деле, как вы правильно сказали, это гипотетически мы можем рассуждать, как он будет вообще выглядеть, каковы обязательства сторон. Нас ведь в Абхазии всегда интересует, кому будет принадлежать он. Если инвестор вкладывает такие средства, наверняка там есть какие-то нормы, какие-то позиции, которые определяют выгоду этого инвестора. Безусловно, вкладывая такие огромные средства, он ждет от этого не только полетов, ну и выручки от реализации вот этих услуг по осуществлению вообще функционированию аэропорта. Для нас это, конечно, знаковый объект, это государственный объект. Если говорить с точки зрения закона, это объект с ограниченной правосубъектностью. То есть мы его не можем ни продать, ни подарить. Это государственная собственность. Поэтому сторонами в этом соглашении, мы видим, участвуют. С одной стороны, обязательно должно участвовать наше государство. То есть, если любые другие проекты, например, физические лица заключают договоры о сдаче в аренду какого-то объекта, который принадлежит им на праве собственности, для этого никаких государство не является стороной. Регулируется гражданским законодательством, хотите вы сдать, продать и так далее, есть простой гражданско-правовой договор. В данном случае речь идет о том, что этот вид договора, где объектом вложений, инвестиций является объект ограниченной правосубъектности, в данном случае аэропорт, естественно, в нем, в этом договоре, в этом соглашении участвовать должна абхазская сторона, государство Абхазии, что мы видим. То есть в данном случае закон соблюден, нормы права соблюдены, касающиеся такого рода договоров. Кроме того, нас интересует, еще раз хочу повториться, как это будет. Это аренда, это собственность, это какой-то концессионный договор. То есть, вот, допустим, заключает Республика Абхазия с государством, либо с юридическим лицом договор о инвестициях в данный объект, и по истечении определенного времени это будет собственность Абхазии. То есть это форма другая, концессионная. Если это аренда, значит, сдаем в аренду и получаем только арендную плату. Что это будет? Наверное, это нам будет потом сказано. Кроме того, поскольку он фактически является международным договором, вероятно, он будет, а может и нет. В законе о международных договорах есть перечень договоров, которые обязательно проходят процедуру ратификации. Этот договор, возможно, и не должен проходить процедуру ратификации по желанию сторон, как говорится,
вот в этом законе о международных договорах. А вот безусловно, это будет объектом обсуждения общественности, потому что у нас сейчас мы привыкли к тому, что общественный контроль у нас достаточно высокий. Да. Все участвуют, просят, не просят, должны, не должны. Участвуют в это и хорошо. И в то же время есть определенные негативные последствия такого обсуждения, потому что принятие решений по нашему закону лежит на определенных уполномоченных органах, на парламенте, на кабинете министров, на определенном виде. Это между правительствами, значит, это между кабинетом министров и правительством. И уполномоченный орган, вероятно, это Министерство экономики. Вот. Чего мы ждем? Да? Да. Безусловно. Вот советский период, он обозначил вообще структуру народного хозяйства нашей страны. К сожалению, значит, эта структура заключалась в следующем, и в том разделении, общественном разделении. То есть мы были курортным регионом, да, всесоюзной здравницы, это, наверное, знают все, и вы это знаете, все, кто хоть немножко пожил в Советском Союзе, они знают, что мы были всесоюзной здравницей, транспортной развязкой. Вот. У нас были элементы научной индустрии, у нас были элементы промышленной. У нас был такой целостный, взаимодополняющий народно-хозяйственный комплекс, который, как мы, ученые тогда, уже вот перед тем, как Советский Союз, мы считали, что мы самодостаточная республика. То есть у нас есть все для того, чтобы мы могли существовать. Вот, доходы, которые получала наша страна, позволяли нам реализовывать все социальные программы, которые вообще могли быть, и зарплата, и пенсии, и строительство дорог, и так далее. И вот аэропорт, это был одним из ключевых вот этого направления транспортной развязки Закавказья. Безусловно, он выполнял разные функции, обслуживал и пассажиропоток, и грузопоток, и вот считался одним из самых удачных аэропортов вот в Закавказье. Эти полосы наши известные, их качество. Да? Считается, что Мы там все, очень хорошая мы все об этом взлётно-посадочная. слышали. И, безусловно, вот сегодня, когда у нас фактически из всего вот этого комплекса народно-хозяйственного единственное, что осталось и развивается, это курортно-рекреационный комплекс. Он получил импульс развития. И сегодня мы сталкиваемся с тем, что наша автодорожная составляющая этой транспортной развязки, она не развивается. Вот какой она была, так и мы можем прогнозировать в дальнейшем вообще коллапс. Потому что и сейчас мы видим, что пробки, да, это мы видим, как идет во всем мире строительство дорог, какие современные дороги в горах, вообще ставятся огромные сваи, такие дороги невероятные. У нас как было, так и осталось. Морской порт, ну, тоже пока оставляет желать лучшего. Вообще вся вот эта транспортная развязка, конечно, она у нас в упадке, и, безусловно, таким прорывом может быть это вот воссоздание, реконструкция аэропорта. Я вот прежде чем сюда прийти, у меня были студенты, я преподаю им инвестиционное право, и вот стал спрашивать: вы ждете, когда откроется аэропорт? Они говорят: конечно. А какие-нибудь вот опасения в связи с, так сказать, его реконструкцией и началом работы, вы какие-нибудь опасения у вас есть? Вот, но они их сформулировать не смогли. Вот, они видят в этом только плюсы. Единственное, что вот на самом деле вот эти вопросы, а кому он будет принадлежать, а как будет доход получать, будет ли государство доход получать, будут ли рабочие места, вот будут ли наши национальные трудовые ресурсы национальные задействованы в нем. Вот такие вопросы их интересуют. А с точки зрения того, что он нужен как один из видов транспорта, это как бы у них не вызывает никакого сомнения, так же, как и у меня. Вот у меня, как и любого, наверное, гражданина, вот меня интересует, каковы тонкости вот этого соглашения, как там будет прописано это все. Вот, например, во многих странах прописано даже то, кто будет руководителем. Не того предприятия, где участвует иностранный инвестор. Какова доля? В некоторых странах вообще запрещается ниже 51%. То есть проблемы управления и принятия решений, последнее слово за кем? За национальным
государством или за тем, кто представляет наше национальное государство в этом проекте, или же за инвестором. То есть это не праздные вопросы, и они должны, на мой взгляд, найти отражение в этом соглашении. Вот, например, хочу напомнить, как строился Суэцкий канал. Суэцкий канал строился на деньги французов. Вот. Тот, кто организовал строительство этого канала, он провел огромную работу, заручился поддержкой шейхов и властителей того региона для того, чтобы построить этот канал, и для того, чтобы Франция стала владыкой на морях, потому что там же шла конкуренция между Францией и Великобританией. И вот французы внесли свои вклады. Он, так сказать, все жители Франции, многие жители Франции, свою долю, в свою лепту внесли в строительство. Но это был концессионный договор. То есть по происшествии определенного времени, когда этот проект окупился, принес прибыль организаторам и, так сказать, французам, он сегодня принадлежит не Франции. Да, то есть правильно ли я вас понимаю, что, во-первых, очень важно четко обозначить все эти четко позиции, обозначить. чтобы... И инвестор не должен оказаться в накладе, его интересы, безусловно, должны быть учтены. Он не только должен вложить и сделать доброе дело для Абхазии, это же не гуманитарная помощь, а, безусловно, мы должны быть заинтересованы, что да, он не остался в убытке, но в то же время Абхазия рассчитывала бы на то, что это ее национальный объект. И что, если не сейчас, то в будущем это будет собственностью. Ну-то и так собственность, но эти вложения должны окупиться. Вот по закону об инвестиционной деятельности это многомиллиардный проект. Да, 6,5 миллиардов только на первый этап. А вот да. по закону об инвестиционной деятельности в нашей стране, он был принят в 2014 году, значит, капитальные инвестиции в виде капитальных вложений, это капитальные вложения будут, если они превышают 70 миллионов, по-моему, рублей, то это будет преференциальный инвестиционный проект. То есть это проект, который будет пользоваться определенными преференциями. Более того, это может быть еще и льготный инвестиционный преференциальный проект. То есть на протяжении всего периода окупаемости этих капитальных вложений данный проект будет освобожден от налога на прибыль. То есть налог на прибыль мы не будем получать, ну, я не знаю, какой там срок окупаемости этих вложений, я не знаю, это должно быть посчитано, так сказать, теми, кто будет этот проект продвигать, и уже на стадии конкурса, который будет проводиться в кругу, так сказать, наверное, Российской Федерации, я не знаю, кто возьмет на себя, как это прописано вообще в соглашении, там уже эти параметры должны быть обозначены. То есть мы же должны знать, что мы от этого будем получать. И очевидно, если, значит, такие налоги, как налог на доход, да, он, естественно, должен быть оседать у нас. Кроме того, если наш национальный трудовой ресурс будет задействован, безусловно, деньги должны оставаться здесь, будут приобретаться, так сказать, все необходимые для человека, будут открываться инфраструктурные какие-то объекты, что-то будет сдаваться, наверное, в аренду, там огромная площадь, да, вот, то есть все должно быть, и, наверное, уже, я не думаю, если я это понимаю, наверняка и те, кто руководит нашей страной, я в этом уверена, я в этом не сомневаюсь, что они это тоже прекрасно понимают. Почему-то мы все время сомневаемся, но я так полагаю, что это все просчитано будет и будет понятно всем, и мы не будем сомневаться в том, что этот проект ничего Абхазии не принесет. Он уже принесет хотя бы потому, что будут летать самолеты, что мы не будем... Это же самолеты, мы их не производим. Нам их, так сказать, этот парк самолетов, он будет предоставлен соответствующим компаниям, которые будут осуществлять авиарейсы. Вот, то есть вот так. Почему у нас не развит морской транспорт? У нас нет собственных, там сколько, 2, может быть, кораблика есть. У нас нет собственного парка. Вот. И это, безусловно, вот такие вот, да.
Хорошо, спасибо большое. Я просто хотела бы еще раз оговориться для наших телезрителей, что, по крайней мере, те цифры, даже вот эти 6,5 миллиардов, которые это пока та информация, которая в той или иной мере есть в различных средствах массовой информации. Главную информацию, подробную, да, детальную о том, что все-таки представляет из себя это соглашение, каковы его детали, вот как вы и правильно сказали, думаю, что и мы, и общество ждет от тех, кто подписывал это соглашение. Я уверена, что в скором будущем об этом мы узнаем. Но, как я поняла, для нас самый важный момент опасения в обществе, правильно ли я вас поняла, что вот тот небольшой, который все-таки есть, это момент того, будет ли, вот, как вы правильно сказали, концессиональный, правильно это говорю? То есть, Да, нет, я не знаю, разные формы. Либо это концессионный договор, то есть договор, который в будущем рассчитан на то, что этот объект перейдет полностью и в эксплуатацию тоже нашего государства. Сейчас он будет в эксплуатации того юридического лица. Я не знаю, то ли что будет поручено этому юридическому лицу, мы же не знаем. Да. То ли только реконструкция, то ли потом его эксплуатация. Это все, так сказать, нюансы, особенности того соглашения. Это то, что вы вот сейчас озвучили, на мой взгляд, это пока договор о намерениях. То есть озвучена сумма, посчитана, сколько нужно на вот этом этапе. Насколько я понимаю, это не весь объем. Будет еще объем, наверное, другой. Это по восстановлению, наверное, взлетно-посадочной полосы, организации. Может быть, что... Вы помните, еще в пору руководства страной Рауля Хаджима было заявлено о том, что нам выделен код. То есть мы вот в эту систему, в этой системе уже заявлены. Вот. Теперь пошел другой этап, то есть вот заключен договор о намерениях и посчитаны суммы, во сколько выйдет вот этот тот этап, о котором они говорят. И вот под эту сумму будет проводиться конкурс и поиск того юридического лица, который способен осуществить такие вложения. Вопрос в том, он дальше будет эксплуатировать, кто будет бенефициаром тех доходов, которые будут от функционирования той части проекта, о которой заявлено. То есть это все мы с вами можем только предполагать. Вот, но ситуация думаю, покажет. да. Ясно, что много вопросов, и я уверена, что да. будет кому задать и кому ответить на них тоже. Большое спасибо, что пришли и ответили Спасибо, на что наш вопрос. пригласили.